Аптечные товары по низким ценам, препараты, средства гигиены, аппараты диагностики. Все это выгодно вы можете приобрести в аптеках Панацея. Работает служба доставки. Скидки от 100 рублей. Необходим заказ привезем уже на следующее утро. Ждем вас в аптеках Панацея по адресам: улица 30 лет Победы, 92А, телефон 20498, Чебоксарская, дом 6, 41409. Работаем с 8 до 21 часа. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим об инородных телах носа, уха и дыхательных путей у детей. Ухо человека выполняет две функции – улавливание звуковых импульсов и способность удерживать равновесие, то есть поддерживать тело в определенном положении. Ухо состоит из 3 отделов – наружный, средний и внутренний. Каждый из отделов уха имеет свое строение. Соединенные вместе, эти 3 отдела формируют удлиненную своеобразную трубу, которая уходит внутрь головы. Наружное ухо от среднего разделяет барабанная перепонка. Основной частью среднего уха является барабанная полость. Это пространство объемом приблизительно 1 кубический сантиметр. В этой полости располагаются слуховые косточки. Они передают звуковые колебания во внутреннее ухо. Внутреннее ухо имеет сложное строение. В нем располагается слуховой орган, улитка, и орган равновесия, вестибулярный аппарат. Инородные тела попадают в наружный слуховой проход. Но при неумелой попытке удалить инородное тело из уха, они могут проникнуть в барабанную полость. И тогда возникнет тяжелейшее осложнение. Нос также является очень важным органом человека. Самая выдающаяся часть лица – это нос. Строение носа достаточно сложное. Человек видит в зеркале только наружный нос. Помимо этой части имеются внутренние. Это, собственно, полость носа и околоносовые или придаточные пазухи. Стенки носовой полости образованы костями черепа. Наружный нос является передней частью носовой полости, а парные отверстия сзади соединяют полость носа с полостью глотки. Носовая полость разделена на 2 половины. На боковых стенках полости носа свисают внутрь 3 носовые раковины. У детей полость носа ниже, короче и уже, чем у взрослых. Нижние и средние носовые ходы не выражены, а общие носовые ходы резко сужены. Попавшее в полость носа инородное тело можно протолкнуть глубже, в глотку и даже в дыхательные пути, а это очень опасно. Дети познают мир, осязая и слушая, испытывая его на ощупь и пробуя на вкус. В этом процессе наши малыши любознательны, шустры и нетерпеливы. А еще они совершенно беззащитны перед такими простыми и понятными взрослым реалиями быта. Стоит только родителям не досмотреть, как уже пора оказывать ребенку первую помощь. Всем известно, что малышей нельзя оставлять одних ни на минуту, так как фантазия их безгранична. Но даже под чутким наблюдением родителей дети умудряются иногда учудить такое, что родители хватаются за голову. Одна из самых пугающих ситуаций для родителей, если у ребенка оказалось инородное тело в ухе, в носу и тем более в гортани. Ребенку нужна буквально пара секунд, чтобы засунуть в нос или случайно вдохнуть мелкий предмет или кусочек пищи. И даже если ребенок хорошо разговаривает, он еще плохо понимает свои ощущения и может сам не заметить, что в носике или в ушке что-то есть. Поэтому родителям приходится самим догадываться о случившейся неприятности. Чтобы не растеряться при попадании инородного тела в нос, в ухо или в дыхательные пути, родителям нужно быть в курсе, как распознать ситуацию и что можно сделать самим. О том, как оказывать первую помощь детям с инородными телами в носу, в ухе или в дыхательных путях, нам расскажет врач-отоларинголог частного учреждения здравоохранения на станции Канаш ОАО РЖД Татьяна Алексеевна Степанова. Инородные тела носа часто встречаются у детей, которые во время игры вводят себе в нос различные мелкие предметы, например, бусинки, пуговицы, горох, ягодные косточки, мелкие детали от игрушек. Симптомы инородного тела носа зависят от характера инородного тела и длительности пребывания в носовой полости. Инородное тело, попавшее в носовую полость, рефлекторно вызывает чихание и слезотечение. Позднее появляется затруднение носового дыхания и односторонний гнойный насморк. При острых инородных телах возникает боль в носу и кровотечение из носа. Небольшие, с гладкой поверхностью инородные тела
могут длительное время находиться в носу и не вызывать никаких жалоб. Удаление небольших инородных тел может быть выполнено путем высмаркивания после предварительного закапывания в нос сосудосуживающих капель. Если попытка не удалась, надо обратиться к отоларингологу за помощью. Инородные тела наружного уха наиболее часто наблюдаются у детей, которые, играя с различными мелкими предметами, вкладывают их в себе в ухо. Встречаются также и живые инородные тела – это насекомые. Инородное тело уха, как правило, не представляет опасности для ребенка и не требует срочного удаления. Опасны же неумелые попытки удаления инородного тела из уха. Не рекомендуется использовать пинцет для удаления круглых инородных тел из уха, так как это может привести к смещению их в костный отдел слухового прохода и даже проникновению инородного тела в барабанную полость. Пинцетом же можно удалять инородные тела только удлиненной формы, например, спичку. Голова ребенка во время удаления инородного тела должна быть хорошо фиксирована. При живых инородных телах рекомендуется вливание в наружный слуховой проход подсолнечного масла с целью умерщвления насекомого, так как его нахождение в наружном слуховом проходе вызывает сильную боль в ухе и беспокойство у ребенка. Следует обратиться к отоларингологу, где ребенку будет произведено промывание уха или удаление инородного тела специальными инструментами. Самым опасным и угрожающим для жизни и здоровья является попадание инородного тела в дыхательные пути. Часто это наблюдается преимущественно в детском возрасте. В гортань инородные тела попадают из полости рта при глубоком вдохе, во время приема пищи, испуга, внезапном падении, смехе или плаче и при отсутствии наблюдения за маленькими детьми со стороны взрослых. В 93,5% случаев инородных тел дыхательных путей приходится на детей до 5 лет, так как у них имеется привычка класть в рот различные предметы, и защитные рефлексы в этом возрасте несовершенны. Опасны инородные тела растительного происхождения, такие как фасоль, горох, бобы, так как, попав в гортань, они имеют свойство набухать и тем самым перекрывать дыхательные пути. Проникновение инородного тела в дыхательные пути на любом уровне представляет угрозу для здоровья и жизни ребенка. Клиника развертывается следующим образом. У здорового ребенка внезапно появляется приступообразный резкий кашель, сопровождающийся затруднением дыхания. Другие проявления зависят от размеров и характера инородного тела. Лечение инородного тела дыхательных путей предусматривает оказывание неотложной и специализированной помощи. Попытка извлечения инородных тел из дыхательных путей на догоспитальном этапе производится только у детей с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, представляющей угрозу для жизни и здоровья ребенка. Неотложная помощь при подозрении на инородное тело гортани заключается в осмотре полости рта, и при обнаружении инородного тела надо удалить его с помощью рвотного рефлекса. Если инородное тело не обнаружено, то ребенка следует опустить головой вниз и вызвать форсированный выдох резким ударом по спине или нажатием на эпигастральную область. Во всех случаях ребенка следует немедленно госпитализировать в положении сидя в лор-отделении для оказания специализированной помощи.
В ситуациях с попаданием инородного тела в ухо или нос самое важное – своевременная диагностика. Поэтому будьте внимательны к детям и обращайте внимание на все необычные симптомы. Чем раньше проблема будет выявлена и решена, тем меньше последствий для здоровья ребенка она оставит. Следите, чтобы дети не играли мелкими предметами, которые легко заталкиваются в нос и ухо. И взрослые должны отказаться от вредных манипуляций в ухе спичками, палочками, шпильками. Что касается ушек и носа малыша, то тут маме нужно быть аккуратной даже при рядовой гигиенической процедуре. Если чистить ушки ребенка ватной палочкой, можно не рассчитать глубину и вместо чистки только протолкнуть ушную серу в барабанной перепонке. От этого образуются серные пробки, которые фактически становятся инородными телами. Некачественные ватные палочки могут оставить вату в ушке ребенка, поэтому лучше всего гигиену ушей проводить ватными жгутиками. Также и носик малыша следует очищать только тугим ватным жгутиком. Категорически запрещается очищать нос и слуховой проход твердыми предметами. Врачи констатируют, 70% травм малышей происходит именно из-за классического недосмотра родителей. Будьте внимательны к своим детям. Родители ответственны за все, что происходит с их ребенком, независимо от того, сколько ему лет. О том, как оказывать первую помощь детям с инородными телами дыхательных путей, мы подробнее расскажем и покажем в следующей нашей передаче. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких. Аптечные товары по низким ценам, препараты, средства гигиены, аппараты диагностики. Все это выгодно вы можете приобрести в аптеках «Панацея». Работает служба доставки. Скидки от 100 рублей. Необходим заказ привезем уже на следующее утро. Ждем вас в аптеках «Панацея» по адресам: улица 30 лет Победы, 92А, телефон 20498, Чебоксарская, дом 6, 4 1409. Работаем с 8 до 21 часа.